21 апреля 2014 года, вскоре после проведения всекрымского референдума, президент России Владимир Путин издал указ о полной реабилитации жертв сталинских репрессий. К этому числу относятся представители крымско-татарского народа, а также армянское, болгарское, немецкое и греческое общество республики. Этого решения народы ждали все годы в Украине, добиваясь восстановления своих прав, однако так и не дождались. Полностью согласен, что вот этого решения люди ждали 70 лет. И это действительно решение, прежде всего, политическое, которое позволило скинуть с себя вот это огульное обвинение, оковы, можно будет сказать, и почувствовать себя свободными. Я более того скажу, что все те меры, которые предпринимались представителями этих народов, будучи в составе Украины 23 года, они ничего не дали. Что только не делали, какие только мероприятия не проводили, митинги, демонстрации и так далее. Однако этого добиться не смогли. И все же моральная составляющая далеко не единственный момент спустя год после принятия президентского указа. На развитие репрессированных народов было выделено 10 миллиардов рублей, из которых ежегодно осваивается от 1 до 2. Сотни семей получили долгожданное жилье, которого ждали более 20 лет. Крымско-татарский язык в республике стал третьим государственным наряду с русским и украинским. Поскольку Крым, как полноправный субъект, обладает законодательным правом, а представители крымско-татарского народа входят в руководящие структуры как Госсовета, так и Совета министров, реабилитированные крымчане вправе ожидать появления новых льгот. Уже сейчас представители репрессированных народов имеют право 50% скидок, пользуясь общественным транспортом и оплачивая коммунальные услуги. На новый уровень вышли и межнациональные отношения внутри Крыма. Праздники Курбан и Ураза-Байрам, согласно решению главы республики, наряду с православной Пасхой на полуострове стали общенародными. Все жители Крыма интересуются культурой и обычаями других народов. Первое, что, в принципе, выстраивалось все 23 года, в тот период, пока Крым находился в юрисдикции Украины, это когда обиды прошлого привносились в нашу современную жизнь. И нечистоплотные политики, естественно, использовали это как аспект манипуляций для того, чтобы противопоставлять народы друг против друга. Собеседниками крымчан в формате телемоста стали член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шагошев, историк-профессор Николай Бугай, а также Владимир Зорин, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Все спикеры из Москвы убеждены, вопрос реабилитации репрессированных рано или поздно должен был решиться полностью именно в российском Крыму. Ведь у России уже большой опыт объединения множества культур в границах одного государства. Это важное событие, важный документ в нашей совместной жизни. У нас тоже там за 20 лет были какие-то ошибки, что-то не получалось. Да, я думаю, что Адальби согласится со мной. Но, тем не менее, мы выработали вот эти подходы, и весь опыт нам удалось сразу же использовать и предложить, и применить для родного нашего любимого Крыма. И очень хорошо, что все это оказалось востребованным, что все это работает. Сегодня на годовщину со дня президентского указа отреагировал и глава республики. Сергей Аксенов подписал указ о всекрымском праздновании Дня возрождения реабилитированных народов. Мероприятия пройдут на полуострове с 21 по 25 апреля. В программу войдут выступления художественных коллективов, а также культурные выставки и презентации национальной кухни. Во всех школах Крыма состоятся открытые уроки на тему реабилитации репрессированных. Завтра чуть менее сотни бахчисарайских семей получат новые квартиры. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.